18 лет колонии. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как судят тех, кто не угоден власти. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого интересного. Амридин Алаватшоев, один из активистов бадахшанской молодежи, приговорен к 18 годам колонии. Судебное заседание состоялось 29 апреля в столичном СИЗО номер 1. Власти обвиняли Алаватшоева в захвате заложника и незаконном лишении свободы. Его сторонники считают обвинение сфабрикованным. Осведомленный источник сообщил, что суд над Алаватшоевым начался в 14 часов, а вечером уже был вынесен приговор. По его словам, заседание прошло под председательством судьи из Горно-Бадахшанской автономной области. Судебное заседание длилось всего несколько часов. Мы очень удивились, как можно рассмотреть дело и вынести приговор за такой короткий срок. К тому же адвокатам поздно сообщили о начале судебного заседания, говорит источник. Другой источник на условиях анонимности сообщил, что Амридин Алаватшоев признал себя виновным. Ранее сообщалось, что родственников Амридина Алаватшоева не пустили в зал суда. 44-летний Амридин Алаватшоев пропал 11 января. Сообщалось, что он был задержан вместе с друзьями в российском городе Белгороде. Через 2 дня сопровождающих его лиц освободили, не сообщив им о дальнейшей его судьбе. 2 февраля генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон заявил, что одним из активистов бадахшанской молодежи в Москве Амридин Алаватшоев экстрадирован в страну и находится в Душанбе. Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода в свою очередь заявил, что Алаватшоев добровольно вернулся в Таджикистан, где был арестован. А как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Алаватшоеву предъявлены обвинения в захвате заложника, незаконном лишении свободы и других действий преступного характера. Однако власти не указывают конкретных статей Уголовного кодекса, что, конечно же, странно. Сам Алаватшоев на видео, опубликованном 12 февраля, заявил, что он жив-здоров и пыток в его отношении применено не было. Конечно, мы так и поверили. Его сторонники уверены, что запись была сделана под давлением властей, и поэтому его слова нельзя признать как раскаяние. Как вы относитесь к тому, что у нас воруют людей, издеваются над ними и заставляют делать то, что угодно властям? Ведь таких случаев очень много. Свои мнения по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!